северо-восток Сулейманстальского района. Дорога на соседний Хив. На вершине горы Хвост Ключа, у подножия которой течет река Чирак-Чай, стоял грозный повелитель Ирана Надир-Шах. Идя войной на Дагестан, он остановился в полном изумлении и не мог оторвать свой взгляд. Его взор был прикован к небольшому селу на соседней горе. Надир-Шах был поражен красотой аула и его окрестностей. Он повелел своим полководцам не нарушать мирного покоя его жителей. Это было село Векелар. Старая легенда не врет. Подняться сюда несложно, а вот спускаться, поверьте, просто не хочется. Достаточно лишь раз взглянуть на эти места и понимаешь, в объятия какой красоты попал взор Надир-Шаха. С высоты горы Келед-Мурс открывается удивительная панорама живописных просторов Яркинской и Курахской долин. Как на ладони перед тобой лежат многие села Сулейманстальского и Хивского районов. В хорошую погоду взор простирается на многие километры, и отсюда даже видны синие воды Каспийского моря. Свои первые дома жители села Векелар строили немного южнее, на самом пике горы. Ведь само название Келед-Мурс переводится как «крепость на гребне». Село, как и сотни лет назад, окружают обширные альпийские луга и прекрасные горные леса. Для удобства пользования ими векеларцы впоследствии спустились ниже по склону. По одной из версий, именно это обилие зелени лугов и сочных пастбищ и дало происхождение названию населенного пункта. Век, в переводе с лезгинского, означает «трава», ну а Векелар можно перевести как «место, где много травы». Согласно другой версии, векеларцев часто приглашали улаживать различные споры и конфликты, возникающие между жителями соседних сел. Слово «векил» означает «доверенное лицо». Этот факт говорит об образованности и авторитете векеларцев. Окрестности села во все времена славились своими благодатными землями. Таким богатством плодородной земли и альпийских лугов может похвастаться не каждый. В бытность социалистических соревнований за рекордными тоннами, центнерами и гектарами здешний колхоз «Красный партизан» не раз становился лучшим из лучших. Лишним доказательством тому является и то, что первый трактор и первая машина-полуторка в Сулейманстальском районе появились именно здесь. В историческом плане село Векелар всегда являлось неотъемлемой частью Кюринского округа. Будучи в составе Кутур-Кюринского наибства, в Векеларское сельское общество входило сразу 4 близлежащих села. Это Векелар, Алкадар, Саид-Кент и Сардар-Кент. Наибства просуществовали до 1899 года. Позже они назывались участками. Кстати, на тот год в селе проживало 489 человек, из которых 258 мужчины и 231 женщина. В Центральном государственном архиве республики сохранился уникальный документ – посемейный список Вакаларского сельского общества селения Вакалар.
Эта брошюра датирована 1886 годом. На ее прекрасно сохранившихся страницах, отдадим должное дагестанским архивариусам, подробно зафиксировано социально-экономическое положение села в ту эпоху. Рукописные сведения, выполненные на 72-страничном документе, выполнены юнкером милиции, наибом Кутуркуринского наибства Халитбеком Юсупхановым. Дотошность и скрупулезность описания всех 92 хозяйств села напоминает неспешную работу героя гоголевской шинели Акакия Акакиевича, ставшего своеобразным символом конторской работы середины позапрошлого века. Согласно статистическим данным посемейного списка, Викелар был совсем не маленьким селом. Оно состояло из нескольких магалов-тухумов, каждый из которых проживал в одноименном квартале – Мехле. И все были такие добротные двухэтажные дома. И все вот тухумом родом, все жили вместе, в одном доме. Но когда уже дети выросли, когда у них были уже много детей, каждый старался отделиться друг от друга и строил новые дома. Вот, например, наш дом. Наш дом был построен в 1918 году, в марте месяце. Наш род Гияр называется, наш род. Они переехали сюда из Кураха. А Курах был там, городище был, Гияр. Его разгромили во времена Чингисхана. 12 домов попал сюда, в Викелар. Вот они обосновались, и получилось 12, еще 12 домов получилось. Получилось около 25 домов. Вот они в этой стороне, вот Гиярский магал. А там дальше Небияр. А там за этим бугром Растамар называется. А там дальше Кучар. А там еще Архаяр наверху. И получается 5 родов. 5 родов, о которых рассказывает Навруз Наврузбеков, это те тухумы, численность которых достигала 12 домов, поэтому их в селе считают основными. Однако помимо них в Викеларе проживали еще несколько малых тухумов, таких как Татарин, Мендерин и Фикияр. Ну, то, что я знаю о своем тухуме, это я знаю со слов своей бабушки. Она рассказывала, что наш самый тухум назывался сначала Азимой. Это были люди мастеровые, строили мельницы, обрабатывали землю, плотничали, работали, как кузнецы. Дед наш обучался у Хаджи Абдурахмана. Их было 5 человек у него учеников. И дед наш около 7 лет работал в соседнем селе Фриг, был муллой. Полное имя Хаджи Абдурахмана – Абдурахман Идрис Оглы. Он стал обучать своих учеников после того, как побывал в хадже. На весь путь к святым местам и обратно у него ушло 3 года. 2 из его учеников, Насрула и Джамалутин, были ему родственниками, поэтому и тухум Азимы стали называть Фикияр. Это название происходит от арабского «факих» и означает «человек, знающий исламское право». Джамалдин, вот его сыновья и он сам были репрессированы именно из-за этих религиозных убеждений. Они были грамотные люди, и читали, писали не только на арабском языке, но и на фарси писали, и на тюркском языке писали. Грамотные люди были. Но эта грамотность могла им выйти боком. Джамалутин был арестован и заключен в тюрьму НКВД в Дербенте. Вопиющий цинизм этой истории еще и в том, что тюрьма тогда располагалась в дербентской джума-мечети. Увидеть родных ему было уже не суждено. В период с 1941 по 1942 год были арестованы и все 4 сыновей имама. Они так и не вернулись в родное село. Преследования и репрессии религиозных деятелей в начале 30-х были развернуты по всей стране и имели катастрофические масштабы. Родители моей бабушки, они тоже были люди религиозные, были казы, судьи, да? Судья, занимали какие-то положения в селе, религиозном в этом плане. И они, говорит, около 26 мешков книг закопали, говорит, у себя в селе там. Потому что могли пострадать из-за этого. Это лишь малая часть тех самых старинных книг. Их удалось сохранить до сегодняшних дней. Бабушка Замира Ибрагимова прятала их на чердаке своего дома. Некоторые из них были отпечатаны в Казани в самом начале прошлого века. Ее муж Насрула, бывший мулла селения Фриг, по возвращении в 1932 году в Викелар
занялся плотницким делом и всего себя посвятил работе в колхозе «Красный партизан». В родном селе он своими руками построил большие склады и 2 водяные мельницы. Умер Насрулла в 1959 году, еще до большого переселения. Дело своего деда сегодня продолжает Замир. Настоящего мастера-плотника знают во всем Сулейман-Стальском районе. Его добротные окна и двери можно встретить во многих домах окрестных сел. Сегодня он заканчивает свою очередную работу. Сосед заказал несколько ульев для своей пасеки. Безусловно, самой главной стройкой Замира было строительство мечети в селе Артастал. К возведению храма джамаат села приступил в 1994 году. Замиру сельчане предложили заняться самым ответственным этапом – разработкой проекта строительства и закладкой фундамента. К этой работе он приступил вместе с братом. На завершающей стадии строительства, когда стены мечети уже были подняты, мастерство плотника потребовалось вновь. Буквально спустя месяц над селом возвышались изящные купола свода и минарета мечети. Добраться до селения Викиляр можно только по этой единственной здесь дороге. У самого въезда стоят надгробные камни, однако никто здесь не похоронен. Викилярцы устанавливали их землякам, которые погибли где-то на чужбине. На территории села 5 родовых кладбищ. Возле одного из них установлен вот этот пир. Здесь похоронен человек, который первым принес в эти места ислам. Имя этого мухаджира сегодня никто не помнит, однако сельчане с благодарностью чтят его благие дела. Каждое из викиларских кладбищ относится к определенному тухуму. Некоторые могилы здесь очень древние. Каждый из этих покосившихся надгробных камней является сегодня для нас настоящей раскрытой книгой из прошлого. Человек, понимающий арабский язык и вообще разбирающийся в исламской каллиграфии, без труда прочтет то, что написал резчик по камню. Как правило, на могильных стеллах содержатся сведения о человеке, похороненном здесь. Его имя, возраст, семейное положение и социальный статус. О социальном положении человека, похороненного в этой могиле, писал не только резчик по камню. Старания мастера в своем критическом стихотворении предвосхитил основоположник лезгинской поэзии, народный поэт Дагестанской АССР Сулейман Стальский. Героем творений поэта стал богач из Викилара, коммерсант Молла Рамазан из рода Исрафиловых. Свои торговые лавки он держал в Касумкенте и Дербенте. Судя по трехэтажному дому в селе, дела у него шли довольно неплохо. Однако на 63-м году жизни Молла Рамазан имел неосторожность продать Гомеру 20 века, скажем так, не вполне свежую кукурузу. 1909 год был в этих краях голодным, а голодный поэт, как известно, на эпитеты не скупится. Мулла, из Викилара ты, кредит открыв для бедноты, набил нам кукурузой рты, и слезы, как ручей у нас. И дорогая, и гнила, ты хочешь нас убить, мулла. Ты выгодно повел дела, обманщик и злодей у нас. Ты думаешь, кредит продав, товар гнилой, ты будешь прав? Я Сулейман, рассудком здрав. Других я не глупее у нас. С установлением советской власти в Дагестане Викилар на целых 45 лет становится центром одноименного сельсовета. Образованный декретом в ЦИК 20 января 1921 года, сельсовет Викилярский в 1928 году входит в состав Касумкентского района. За год до этого события в селе открывается школа. Она была единственной в округе, и поэтому на учебу сюда приходили со всего сельсовета, причем за парты садились не только дети. Для неграмотной бедноты руководство молодой Советской Республики легко нашло место в просторном доме все у того же Моллы Рамазана, организовав здесь пункт ликвидации безграмотности. Впоследствии в оставшихся комнатах купеческого дома были открыты еще медпункт и изба-читальня.
Первым учителем в селе был Сейфудин Гаджиев. По рассказам его учеников, авторитет этого человека был непререкаем. Преподавание было для него настоящим культом, и поэтому он заслуженно слыл истинным просветителем Викелара. Он был сам творческий человек. Он переводил с тюркского, переводил, с арабского переводил, переводами занимался. Вот. Но, естественно, он собирал фольклор, потому что он не хотел, чтобы наша культура потерялась. Он хотел для своих потомков все это оставлять. Но это у него, конечно, получилось. Сейфудин Гаджиев чрезвычайно трепетно относился к сохранению традиций и обычаев родного края. Будучи известным на весь район хранителем национальной культуры, дом Гаджиева и его знаменитая библиотека были местом настоящего паломничества для настоящих ценителей лезгинского фольклора. Такая важная работа учителя из Викелара получила достойное признание. Сейфудин Гаджиев стал первым кавалером ордена Ленина в Сулейманстальском районе. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришли. Памятник своим фронтовикам викеларцы установили в 2008 году. На защиту Родины ушли почти все мужчины села. 54 героя сложили свои головы на полях сражений. Все они, как и любой дагестанец, проявляя чудеса беспримерной доблести и отваги, переполненные чувством искреннего самопожертвования, приближали тот долгожданный день Великой Победы. Летом 41-го Атлуханов Ферзула Амирханович, 20-летний парнишка из Викелара, только окончил Дербентское ПТУ и уже выбирал себе место работы по специальности электромонтер. Полученные знания эксплуатации и ремонта электрических цепей определили его судьбу на долгие 4 года войны. Он становится курсантом летного училища. После краткосрочных курсов Ферзула Атлуханов – пилот бомбардировочной авиации. В ожесточенных боях за небо Украины его самолет был подбит. Превозмогая боль от полученного ранения, из последних сил, не давая сорваться самолету в штопор, пилот из Викелара все же дотянул свою машину до аэродрома. Спустя месяц после лечения в госпитале пилот Атлуханов снова за штурвалом. Его война закончилась в Берлине над пылающими руинами Рейхстага, которые он бомбил. Ну а в Викеларе была своя передовая. Все для фронта, все для победы. Женщины села собирали средства в фонд обороны страны. Из каждого дома в помощь фронту отдавали все самое ценное. Только одна Муслимат Ибрагимова передала в фонд обороны свыше 80 килограммов серебряных изделий. В каждом доме при свете керосиновых ламп женщины вязали шерстяные носки и рукавицы для солдат Красной Армии. В декабре 1966 года сельсовет Викелярский меняет место и название. Правопреемником центра становится село Алкадар с одноименным сельсоветом. В то время такие административно-территориальные решения были довольно частым делом. Сложные, естественно, географические условия населения, неэффективность ведения сельского хозяйства и маломощность колхозов. Такой была формулировка очередного масштабного переселения жителей горных сел на равнину. Жалко было это село покидать. Родители очень хотели, особенно отец мой беспокоился за село. Он хоть жил здесь, работал здесь в Дербенте, а за село дом у него там был, отцовский остался по наследству. И он очень переживал. Все заработать деньги, ездил в Махачкалу, нанимал адвоката, обращался в вышестоящие там инстанции, чтобы сохранить село, чтобы там были удобства. Не было дороги. Всего лишь там 2,5-3 километра дороги. Никто не хотел этого вложиться в эту дорогу. Раз. Не было электричества. Не было элементарных воды, не было элементарных удобств.
Несмотря на все обилие окружающих пастбищных полей и богатство здешних лесов, селу Викелар не суждено было сохраниться. На момент переселения здесь насчитывалось 120 хозяйств. В 70-м году населенный пункт уже потерял свой статус, и последним с горы Келедмурс спустился Али Ферзалиев. С его уходом на карте Дагестана исчезло еще одно село. Это село было очень дружное село, гостеприимное село, село, которое ценили родственников и близких людей, село, которое принимали всех гостей. И так, чистоплотное село. Самое главное, чистоплотное село это было. Где бы мы ни были, мы всегда, когда что-нибудь, встречаемся. И в селение едут люди. Все очень хорошие люди были. Но жалко наше селение вот так получилось. Мы очень жалеем, любим наши люди, где бы ни было. Иногда по старости я и плачу. Очень люблю наши люди, где бы ни было, мы не забываем. Люди жили просто. Двери никогда не закрывались. Что такое замок, люди не знали. И вот мы, дети, могли, допустим, к кому-нибудь в гости зайти, просто так собраться всем. Пойдем. Бывало, там у нас одна старушка была, которая утром уходила, ночью приходила. В лес уходила, она старая женщина была. Мы к ней пойдем в гости, все соберемся, посмотрим, что у нее есть. Вы представляете, стояли мешки сухофрукты, моченые яблоки, моченые шишки. Все это у нее стояло где у стены. Я не помню, чтобы какой-нибудь ребенок потянул руку и взял это. Это удивительное воспитание такое. Это место имеет какое-то притяжение к себе. Я, будучи там, жил на Украине, и меня все равно тянуло в село. Мне всегда иногда детские воспоминания и детские сны, и которых я во сне бываю, и всегда оно связано с этим селом почему-то. Я вижу вот это село, вот этот сад, где мы в детстве гуляли с друзьями. Вот это много всего, это же было очень красиво. Рассказывать о своих сновидениях и делиться искренними чувствами любви и восхищения родной землей викеларцам было просто необходимо. Ведь красотой и первозданностью здешней природы хочется поделиться с каждым. Для этого викеларцы ежегодно в последнее воскресенье мая встречают своих гостей и накрывают столы. За этим столом порой просто-напросто не хватает места для того, чтобы разместить всех гостей, приезжающих на праздник Дня села. Местечко Вик-эр-Булах стало для викелярцев и их гостей уже по-настоящему культовым местом. Когда-то на этом месте бил родник, однако буквально несколько лет назад чистейшая горная вода исчезла. Тем не менее, лес не потерял своей привлекательности. Здешний воздух, как и прежде в конце мая, наполнен прекрасным ароматом цветущей земляники. Здешнее благоухание майской природы во многом предопределило место проведения Дня села Викелар. С многих уголков Дагестана на праздник съезжаются те, кто когда-то здесь родился и жил, их дети, друзья и самые желанные гости. Последнее воскресенье мая, как мы договорились, еще больше будет здесь людей, еще больше будут мастеров искусства, еще больше мы улучшим качество и программу нашей встречи. Я вот сейчас хочу просто приветствовать, поблагодарить Халильбека, главного управляющего этого праздника. Это он все делает со своими помощниками. Давай поаплодируем ему. Халильбек, да здравствуй.
Дорогие гости, давайте сядем за стол и потом еще раз мы, каждый о чем думает, как считает, скажет тост. И это импровизация сегодня. Тут встретились свободные люди, уважающие друг друга друзья, односельчане. День Викеляра открывается! Впервые свой день села викеларцы отметили в 2005 году. Организатором этого весеннего праздника и идейным вдохновителем сельчан был Исидуллах Наврузбеков. Этого человека многие знали как истинного патриота своей маленькой родины. Заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель Государственного лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского, режиссер и драматург Исидуллах Наврузбеков не раз в своем творчестве вплетал живописные мотивы благодатной викеларской земли в сюжетную линию своих произведений и театральных постановок. В своей последней книге «Беседа с сыном» Наврузбеков подробно рассказал об истории и жизненном укладе викеларцев. Многое из записанного им вошло в основу этого фильма. Работая над сценарием фильма, мы буквально по крупицам собирали исторические сведения, архивные документы, фото и видеоматериалы. В погоне за воспоминаниями самих викеларцев порой приходилось даже отрывать их от работы. Так, еще раз покажи плотнее. Плотнее проходи, в одну ногу показал, вот именно как прошел в одну ногу, надергивай руку, чтобы он заблокировал тебя здесь. Как признается Исаак Малаев, спорт – это его фанатичная любовь. Вольной борьбе он посвятил всю свою жизнь. Став мастером спорта еще в армии, он не раз подтверждал свое звание на престижных соревнованиях. Титул чемпиона Украины ему по праву присуждали в 1977 и 1978 годах. Волею судьбы он оказался в городе Николаев, однако никогда не забывал дороги домой. Я часто, когда жил на Украине, боролся, приезжал сюда себе на родину. У меня всегда была мечта приехать в село. И я посещал особенно могилы своих предков. Для того, чтобы они жили, там были и сады, прекрасный был сад, был хороший родничок горный, который не образовывал камень. Жители села за счет вот этого климата не болели вообще никакими болезнями. Родник на этом месте викеларцы построили еще в конце XVIII века. Сам источник расположен в 300 метрах выше на горе в местечке Кун. Там и сегодня, как и сотни лет назад, находится водопой для скота. Кстати, уникальные свойства викеларской воды совсем не случайны. Буквально за соседней горой, немного южнее, расположен знаменитый геотермальный источник Рычулсу. Помимо своих природных качеств и исторической ценности, родник у села Викелар служит прекрасным примером добросовестной работы гончарного искусства. Ничего удивительного, ведь заказ на изготовление труб этого водопровода сельчане доверили настоящим мастерам гончарного дела из селения Испик. До нас история не сохранила сумму этой сделки. Однако можно с уверенностью сказать, что по тем временам подобные технологии в развитии коммунальной инфраструктуры могли себе позволить лишь достаточно состоятельные села. Ну, а что касается богатства викеларской земли, то тут только на сборе урожая орехов можно сделать неплохой бизнес. С наступлением осени здешний лес становится местом большой и тихой охоты за грецким орехом. В самый разгар сезона на склоны горы Келедмурс устремляются жители многих близлежащих сел. Сюда, на поиски благородного плода, женщины приходят пешком, непременно вооружившись длинным шестом и мешком побольше. Однако встречаются и целые семейные бригады. Во все времена по всему Южному Дагестану эти места славились своим обилием ореховых деревьев. Некоторые из них были довольно большими. Порой диаметр ствола отдельных экземпляров достигал порядка 2 метров. Здешние жители рассказывают, что в середине 60-х годов прошлого века на изготовление оружейных прикладов здесь вырубили более 600 деревьев. Спустя десятилетия викеларский орешник восстановился, и горные склоны вновь покрылись зеленым ковром могучих крон.
На сегодняшний день география проживания викеларцев – это города и села в Дагестане, Казахстане и Азербайджанской республике. Наибольшее количество хозяйств расположено в селе Артастал. Отсюда до Викелара всего чуть более 15 километров. Однако некоторым сельчанам и этого показалось слишком много. С конца 80-х они стали возвращаться на свою землю. В 1989 году построил здесь будку, а потом приехал сын с армии, а потом мы построили здесь дом, и я поехал обратно в Артастал, там живу, жена, а там другой сын мой, я там живу, а младший сын здесь. Вот. Это его ферма, его хозяйство, все так и живу здесь. У Салиха, сына Наврузбека, уже своих 3 детей, 2 дочки и маленький сын. Совсем небольшое хозяйство. Коровы, голов 15, куры, индюки, есть даже кролики, которые, как мартовские коты, почему-то гуляют сами по себе. Однако главная страсть хозяина – это бойцовые собаки породы кавказских волкодавов. Вот эта белка. Я сам себе слово сказал, просто я самый юждаги, самая хорошая собака мне будет. Я этот собачником, я так сказал, да? Так, да. За реализацию поставленной перед собой задачи Салих взялся с полной ответственностью. Изучив целый ворох специализированной литературы, он первым делом занялся чистотой крови и экстерьера своих питомцев. Истоки родословной вот этих еще довольно молодых щенков исходят от родоначальника одной из 7 основных линий кавказских волкодавов. Отцом-основателем дагестанского типа собак этой уникальной породы принято считать пса по кличке Каплан. В самом начале 2000-х годов этот четвероногий боец не раз становился чемпионом Кавказа, а также сильнейшим псом России и стран СНГ. Салих Наврузбеков уверен, что через 5 лет лучше его псов не будет во всем Южном Дагестане. Ну, такие волкодавы здесь мало осталось уже. Раньше, когда колхозы были здесь, раньше много собак, овцы, отары, много было же. Сейчас мало осталось. Если я разведение, если не сделает, они исчезнут, да, порода. Разведение этих собак в таком довольно отдаленном и необжитом месте просто необходимо. За годы отсутствия здесь людей заброшенное село оказалось одним из обязательных пунктов по пути ночной волчьей охоты. Тут волки тоже есть? О, волк, как тут волка? Всего 3 дома, и волков не будет. Волки везде есть. Волки, короче, мелкий рогатый скот пробовали держать тоже. Но не давали, прямо тут разорвали. Явмудин Агаметов рассказывает, что встреча с волками на единственной улице среди 3 домов вполне обычное дело. Поэтому вопрос о возможности разведения овец тут даже не обсуждается. Здешняя жизнь имеет определенные особенности ведения домашнего хозяйства, да и вообще диктует свои условия по обустройству возрожденного Викелара. Старенький УАЗик 80-х годов и автомобильный прицеп. Своеобразная спецтехника для ремонта единственной викелярской дороги. Сельчане уже на протяжении 2 лет при помощи вот этих вот камней приводят в порядок свою дорогу. Дорогу сельчанам надо закончить до наступления холодов. Постоянные дожди приводят ее в полную негодность. Справиться с ухабами на дороге возможно только лишь собранными в округе камнями. После очередного дождя соседи неделями восстанавливают несколько сотен метров разбитой колеи.
Сегодня на территории села и в его окрестностях живут 12 семей. Большая часть переселенцев обосновалась у подножия горы Келедмурс, рядом с трассой, ведущей в соседний Хивский район. В самом же Викеларе пока стоят лишь 3 хозяйства, и в них проживают 15 человек. Моментально решить проблемы, по причине которых и было переселено село, никто и не мечтал. Каждый из них прекрасно понимал, что им самим придется заново обживать свою историческую землю и налаживать свой быт. Более 10 лет здесь строились дома и росли дети при тусклом свете керосиновых ламп. Долгожданный трансформатор викеларцы установили лишь в 2005 году. Сколько? Киловаттов 10, по-моему, или 8. Маленький трансформаторчик на 3 хозяйства. Полностью хватает, сколько, да. Завершив строительство своей дороги и прокладку линий энергоснабжения, викеларцы взялись за новый этап развития инфраструктуры своего села. Теперь соседи всерьез задумались о реализации проекта водопровода. Для этого они уже приобретают необходимые агрегаты и комплектующие. Хотим сами себе условия сделать. Вот одну взяли вот такую. Есть, короче, и хорошие, и лучше, но она есть дороже. А это нам по знакомству за 8 тысяч отдали. Хороший резервуар. 8-тонник. Так целиком был бы 16, а сейчас наполовину срезаны 8-тонник. Еще нам одну такую. Один внизу родника, другой на самом верху. Оттуда с самотеком, оттуда выкачиваем туда. Там наполнится. И по всем домам самотеком. Вода у нас будет, баня своя будет. Все нормально, все отлично. Живи и радуйся. Вот это невзрачное с виду строение на самом деле общественная пекарня. Здесь пекут фу, лезгинский хлеб. А вот эта печка, здесь она называется хар. Пользуются и следят за нею только женщины села. Даже если сломается вот этот глиняный противень, восстановлением его занимаются только викелярские хозяйки. Печка хар – это своего рода женский аналог сельского гудыкана. Поэтому она одна для всех хозяек села. Как уже упоминалось выше, здесь всего 3 небольших дома, да несколько хозяйственных построек для скота и домашней птицы. Камни для строительства жилья поселенцы нашли здесь же, на развалинах старых домов. Тут на каждом шагу встречаются вросшие в землю руины прошлой жизни. По сохранившимся до нас остаткам стен можно даже представить размеры старого викелара. Среди этих отпечатков истории в самой верхней части села стоят полуразрушенные стены викеларской мечети. Она была построена в 1305 году по хиджре, что соответствует 1888 году. Дата окончания строительства найдена на одном из камней в ее кладке. Говорят, разлука порой бывает полезной. Да и расстояние не так страшно, когда оно лишь в километрах земли, а не в километрах души. За время нашего пребывания в гостях у викеларцев не оставляло такое чувство, что связь поколений здесь никогда не нарушалась. Эти люди поистине привязаны к своей родной земле. Они, как и сотни лет назад, растят своих детей, строят крепкие дома, с теплой улыбкой встречают дорогих гостей и никогда не перестают думать о будущем.